Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав, мы находимся в Якутии. И сегодня у меня очередной приезд моих друзей из Казахстана. Руслан, Юрий. Здравствуйте. Друзья, сегодня утром в 7 часов мы приехали. Сейчас уже день, но для нас это утро, потому что мы ехали 10 часов со вчерашнего вечера, да? Да. Дорога была нелегкая, был шторм, очень сильный ветер с порывами, нас захлестывало в этой лодке. Ребята, я думал, что ребята, конечно, не смогут, да, но они выдержали все испытания, прямо молодцы. Ребята из Казахстана никогда не видели большую реку и вот очутились в таком вот, прям в таком шторме сразу, как говорится, с самолета. И, ну, расскажите, пожалуйста, немножко ваши впечатления, ребят, как? Впечатление как у нас, как прекрасное, конечно. Ну, такую погоду попали, ну, адреналин получили, конечно, когда они переплывали, шторм такой, нас волной захлестывало. Ну, Слава, очень приятно встретиться с тобой. Мы очень рады, что попали опять на такую рыбалку. Желаю здоровья, дай бог не последний раз встретиться. Хорошо. Ну, надеемся на хороший клев. Погода сопутствует нам. Юрий, какие есть впечатления от поездки? Мы, как говорили уже много раз, что мы уже не первый раз здесь, поэтому хочется сказать. Очень приятно, что мы здесь добрались. Это самое главное, что встретили нас очень приятно. Такой стол Дастархан у нас. Ну, конечно, кто едет на рыбалку, рыбаки все знают, что такое экстремальная ситуация. Мы, конечно, у нас река Ишим, например, там намного меньше она, другие ощущения. Здесь такая волна, такое, я говорю, ну как получилось, рыбаки любят адреналин, по-моему, мы не рыбачили, но уже немножко его получили. Не передать. Поэтому я говорю, это душа, поэтому мы сюда едем за таким именно удовольствием. Поэтому давайте удачи вашим, чтобы рыбалка в Якутии процветала. Я думаю, у нас еще будет много хороших моментов, как прошлый год, как минимум. Ну и что, давайте, всем удачи, смотрите клевую рыбалку. Хорошо. Друзья, я вам сейчас приготовил небольшой подарок. У меня каждый год обновляется рыболовный календарь. Кстати, Я не знаю, вы пользовались, нет, в прошлом году рыболовным календарем, который я вам давал? Или я вам не давал? Давали, конечно. Висел, вот год закончился, убрали. Рыбалку всегда смотрим. Так, вот я сейчас вот приготовил вот такой календарь. Он тоже рыболовный, да, вот эти дни, но месяца уже по-другому расположены, ну, дизайн другой. А так все то же самое, фаза Луны. Итак, давайте сегодня посмотрим, какой же сегодня день. Вот вы вчера прилетели, да? 29, да? Правильно, да? Сегодня 30-е. Да, сегодня 30-е, да, смотрим. Средний клев сегодня, друзья. Вот вам вот такие календари на стену. Спасибо. Меня потом в конце рыбалки еще напомните, подпишем каждому индивидуально. Спасибо. Вот. Если еще куда-то надо, скажите, еще 2 дам. Ну, помогу по 2 дать. Вот такие вот подарки. Сувенирчики, так скажем, друзья. А кому интересно, можете на сайте клеваярыбалка.рф тоже пройти, заказать. Отправляем в Казахстан тоже. Так, друзья, сейчас мы с ребятами поедем по вот этой вот, по нашему прошлогоднему маршруту, будем сплавляться, пробовать прокидывать. Сейчас у нас поднялся уровень воды, прошли дожди. В связи с этим вода мутная и уровень воды больше. И поэтому мы считаем, что рыба сейчас должна перемещаться. Она может быть... До давеча ранее она была в начале переката. Да, те таймени, которые стояли в начале переката, они сейчас могли сплавиться чуть ниже, сместиться, потому что подводные течения меняются. И
рыба могла подойти к более чистой воде, которая вытекает из Нимингде на устье. И она, может быть, таймени могут стоять там на устье, на границе черной воды и светлой воды. Вот они вот так вот могут курсировать. Ну, будем пробовать сплавляться с верховья, прокидывать в сторону чистой воды и тащить на темную воду. Мыши, блесна тяжелые, потому что течение быстрое. Может быть, лодки огрузим как-то, сделаем какие-то якоря из камней, чтобы они сплавлялись, притормаживали нас. И будем сегодня весь день посвятим этому участку. А в следующие дни, друзья, мы будем уже ездить на само Нимингде, заезжать, потому что у нас есть аэролодка, и подниматься вверх по Сабулах-Маяну. Тоже не с пустыми руками. Они тоже что-то привезли, оказывается. Ага. Так, что там? Мария от нашей компании. Ага. Хочем вам подарить панамки. Да, ничего себе, Казахстан. Ого, спасибо. Спасибо. Это вот Марии, наверное, вот такой. Да, также от нашего друга тебе катушка, татуэлита. А, вот, Это спасибо. вот Смотрите, катушка. от Руслана. Подарок от Руслана. Спасибо, Руслан. Огромное тебе за такой подарок. Он сказал, что его сын заказал это специально из Америки, эту катушку. Огромная благодарность его сыну, старшему, который также хочу его поздравить с окончанием университета. Вот такая вот катушка мощная, просто вообще шедевр. Это самая лучшая катушка, которая сейчас существует. Daiwa Tatula Elite. Обалденная катушка. Мультик. Вот как раз маленького мультипликаторной катушки у меня и нету. Спасибо. Так. Ага. Огромное спасибо. Благодарность. Спасибо. Да, также хочется добавить еще пару таких гламурных кружечек. Специально заказывали для Славы. Спасибо. С таким логотипом рыбацким. Ага. К сожалению, Хорошо, с нами теперь... сейчас нет двух друзей наших, Яныча с Дмитриевичем. Им Ветераны рыболовного спорта, им обязательно вот такие же сувениры, потому что всегда было что выпить на природе, чай там, вот насчет этого. Хорошо. Это двум ветеранам спорта можно и рыболовного. дома даже, да? Да, пить? обязательно. Это Хорошо. для горячих напитков. Хорошо. Всем Спасибо. удачи. Твердый Казахстан. Привет всем. Огромная благодарность от ребят. Казахстан рулит. Спасибо ребятам с Казахстана. Казахстан рулит, да. Все, ребят, сейчас мы пьем чай. Я уже подготовил аэролодку. Садимся и в путь. Ну вот, друзья, приехали мы на нашей чудесной аэролодке в эту горную речку, заехали. Просто другая техника здесь не пройдет, друзья. Здесь даже не пройдет и водомет, потому что там есть перекаты такие, что очень мелко. Для водомета там будет задевать водомет своей насадкой. А вот аэроустановка, она вот как раз таки позволяет ездить по этим местам. Огромная благодарность Александру за предоставленную технику. Производитель Торнадо Аэро. Вот. Для вот таких вот небольших просков, для небольших целей, для поездок каких-то частных охотникам, рыбакам. Вот эта техника, я считаю, что незаменимая. Вот. Ну давайте, поставил я вот такую удочку. Это, по-моему, Савашгир. Уже давно я ее пытаюсь разловить. Ничего не ловится. Вот. Ну, давайте хоть здесь попробуем на линка. Здесь вот
прошлый раз ребята вот здесь вот таймешку взяли. Таймень, ленок здесь был. Ну давайте сейчас тоже проверим. Ребят, я из Казахстана высадил гостей там, ниже, и они идут по этой косе, гряде, вот поэтому по берегу, и все равно сюда придут. Поэтому вот давайте попробуем порыбачим. Так, сейчас вот ребята поймали щуку, там ленки есть. Ленков засолим, наверное, а щуку будем сейчас пожарим сразу здесь на реке. Поэтому я буду ее чистить. Наша вот щука речная, она якутская. Ребята приезжали в прошлый раз из Ярославля. Кстати, им привет. Анару, Артему, Ильчину. Вот. И сказали, что у нас очень вкусная щука. Оказывается, ничем не пахнет никакой, ни тиной, ничем не отдает. Ну, она вот обитает у нас в горных реках, как бы здесь не может быть это тины. И поэтому вкусная рыба. Щуку будем сейчас жарить, а ленков посолим. Вот. Ну, стандартно чищу. Ну, я сейчас для жарки, я сейчас отдельно покажу, как я разделываю, чтобы было вкуснее. И елось костей поменьше, чтобы было. Я полностью вырезаю, получается, хребет и вырезаю боковые кости. Ну, для начала у щуки вырезаем все его вот эти плавники, которые нам уже не нужны. Вот, при жарке они не нужны. Вот, и живот потрошим. Все это абсолютно ничего не ест рыба, желудок пустой. Теперь я вырезаю хребет легким движением ножа. Я вот, допустим, вот так делаю. Вот так вот вырезаю. И вторую часть тоже. Надо, чтобы у вас был острый нож, потому что при разделке рыбы хорошо, когда острые инструменты. Вот. Сейчас вот позвоночник вырежем аккуратно. Мясо все оставим. А чисто позвоночник только отрежем. Вот так вот. Раз. Вот. Теперь пласт делим на две части. Вот так вот. Этот плавничок тоже я срезаю, он не нужен при жарке. И вырезаю быстренько ребра. Ребра тоже вот так вот легонько вдоль кости пускаем нож. И они срезаются.
Ну, все разные способы есть, кому как удобнее. Мне удобнее так, допустим, сделать. Все. И второй кусочек то же самое. Сначала делаем, чтобы нож потом легко проходил. И потом можно, если кому, кто филейки любит, тоже так же вот раз с кожи срезаешь, и все, и получается филе. Но мы сейчас будем жарить, поэтому я нарезаю для жарки поменьше. Оправдала, да? Чтобы она дальше продолжала также ничего не ловить. Запрыгался, блядь. Это не один, там еще есть. Вот он стоит. Все переловит. Есть! Так, друзья, вот смотрите, на реке Руслан нашел вот такую штуку до 56 килограммов. Видно, что приезжали трофейщики когда-то. И вот облицовочная сторона кантарных весов. Кило либры, Pocket Balance написано. Довольно старая, довольно старые весы. Вот, какой фирмы не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. Вот, это найдено на берегу реки. И видно, что уже вот поржавело все. Ну вот, самих кантариков нету, конечно. Интересные находки. Так, друзья, сейчас вот остановились на обед, потому что рыбалка у нас трудовая, ходим, ищем рыбу. Кто хочет ловить, то должен ходить ловить рыбу. Здесь маленько уже улов есть у ребят. Ну вот, посмотрите. Вот ленки, сейчас я вам покажу. Есть неплохие экземпляры. Такие как вот, допустим, вот такой ленок вот. Вот. Такие вот экземпляры есть. Неплохие.
Вот. Сейчас будем солить и обедать. Раз, два, три. Вот, дорогие друзья, вот, ребята вот сегодня неплохо отловились. Вот прям перед самой лодкой вот. А мы, друзья, с вами прощаемся. До следующих встреч. Сегодня была отличная рыбалка. Ребята отвели душу, порыбачили. Молодцы, что приехали, нашли время, уделили. Приехали из такой дали, из Казахстана. Всем казахстанцам привет, мира, здоровья и удачи. Вам тоже, друзья, всего хорошего.